Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгін біз Алматы облысы Іле ауданы Междуреченск ауылдық округінде орналасқан Ризық Агроға келіп отырмыз. Бұл жерге келу себебіміз ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология препараттарын қолданып жатыр. Сол жайлы сіздерді таныстырып өтетін боламыз. Ал енді құрметті қазақстандықтар, біз жауапкершілігі шектеулі серіктестік Ризық Агроның шаруашылығында тұрмыз. Бұл жерде қазір бізге сұхбат беретін бас агрономы Барно ханым. Здравствуйте, Барно. Для начала расскажите про ваше хозяйство, когда оно вообще основалось, и в каком направлении вы работаете, какие виды животных держите. То Ризық Агро было основано в 2012 году. Мы направлены на животноводство и растениеводство. В животноводстве у нас есть 3 направления. Это мелкорогатый скот, порода племенной архаромеринос. У нас примерно, наверное, более 1000 поголовьев. Второе, это у нас кони, лошади, мугалжарской породы. В этом году, с этого года, мы начали завозить с Европы коров. Молочно-мясной породы Симментал. Симментал. Да, в этом году мы завезли 340 голов. А вот вы как агроном здесь, как и растениеводство, получается, свои корма сами же, да, сеете или как? Да, у нас своя кормовая база, у нас свои поля, земельные участки. Мы сеем уже более 3 лет. А какие культуры вы сеете? Кукурузу, ячмень, люцерну и другие культуры. А сколько у вас примерно гектаров земли? Кукуруза 160 гектаров. Мы работаем с капельным орошением, то есть 160 гектаров земли. 160 гектаров земли. Только Теперь вот вы как бы корма сами заготавливаете. Мы слышим, вот наш этот отечественный продукт, который производится у нас в Казахстане, промышленной микробиологии, именно казбиосилы силы заготавливали. Вот про этот процесс расскажите, как вы познакомились с этим препаратом, а может вы где-нибудь слышали, кто-то порекомендовал? Да, в общем, мы уже 2 года как закладываем силос. В прошлом году у нас был не очень хороший опыт, так как мы купили закваску российского происхождения, и, к сожалению, таким мы не распробовали этот силос, он у нас просто стоит, и животные не едят его. В этом году случайно мы узнали от Амиран про казбиосил. Сразу нам дали номер Гани Каушбековны, мы созвонились. Благодаря ей мы от нее узнали, в какое время нужно нам косить, какая дозировка должна быть, какой размер кукурузы мы должны нарезать. Вот это силосные ямы, как вы вообще трамбуете, чем трамбуете, какой период, ну как на протяжении какого времени трамбуете? Ну, сутки или полсутки? С того момента, как начали завозить, до конца, до последнего дня. До последнего дня. Но в этом случае, в этом году мы, наверное, у нас заняло где-то неделю, может, чуть больше. Ну, неделю, сполучается, вы сутки не останавливались, трамбуете? Не останавливались, днем и ночью. Это вот процесс трамбовки, что она улучшает? Это, получается, воздух не должен попадать, да? Кислород не должен попадать, то есть воздух, да, и дожди, то есть вода. Вода, да. А у вас силосная яма на сколько тонн рассчитана? Силосная яма у нас на 3000 тонн, а мы заложили на 2800. На 2800, А вот после трамбовки вы чем как бы накрываете сверху? Пленкой прозрачной, сверху черной. Это для чего это делается? Чтобы не попадала ни влага, ни кислород, ни воздух. А вот вы сейчас вот как бы результат видите, да? Уже открыли, мы только что видели с вашей сенажной ямы. Да, мы после 45 дней на 46-47 день открыли. Гани Каушбековна приезжала к нам, вместе с ней, под ее руководством мы открыли, сдали в лабораторию, результаты пришли. Мы очень рады, потому что силос получился очень качественный, хороший.
Барно, теперь можете рассказать ваши дальнейшие перспективы? Собираетесь вы расширяться, либо оставить тоже поголовье, либо убрать какое-нибудь направление с ваших как бы, животных? Но в перспективе в дальнейшем, конечно, мы видим больше. То есть мы хотим еще развиваться именно в КРС, то есть завозить с Европы крупнорогатый скот породы симментал. На следующий год, дай бог, мы хотим увеличить скот, так как у нас достаточно земли. То есть Кормами можете обеспечить, да, Да, кормовая база у нас достаточно. Поэтому мы рекомендуем всем, и сами на следующий год будем уже, наверное, втройне больше заготавливать силоса. Плюс мы еще хотели бы на следующий год заготовить сенаж, так как в этом году мы уже посеяли люцерну. Теперь сенаж, люцерну будете как бы сенаж готовить, а кукурузу будете силос заготовить, Да. да? Про наш препарат можете как бы другим хозяйствам, что можете сказать на нашем препарате? Первый год в этом мы используем этот препарат Казбиосил, и очень рекомендуем вам, так как мы не обожглись, нам очень понравилось. Реально Казбиосил — это очень хороший препарат, потому что силос получился очень качественным. Результаты анализов мы сдавали в 3 лаборатории, и все вышли просто отличными. Коровы наши едят с большим аппетитом. Все, спасибо, удачи вам, вашему хозяйству, большого роста вам. Спасибо и вам тоже. До свидания. До свидания.